Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. По традиции, коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Министр сельского хозяйства Беслан Жопу ознакомился с ходом реализации проектов, финансируемых в рамках программы развития сельского хозяйства в Гулрипшском районе. Министр туризма Астамур Логуа посетил объединение пансионатов курорт Пицунда, где оценил готовность к приему туристов. Абхазский боксер Давид Амичба вернулся на родину после победы в Таиланде, где завоевал интерконтинентальный чемпионский пояс по тайскому боксу. Абхазия примет участие в Петербургском экономическом форуме 2025, который пройдет с 18 по 21 июня. Возглавит делегацию президент республики Бадра Гунба. В составе делегации будут также вице-премьер Джансух Нанба, почетный консул Абхазии в Санкт-Петербурге Владимир Бигвава, посол Абхазии в России Алхаз Квициня, исполняющий обязанности торгового представителя Абхазии в России Архан Шамба, сообщили в пресс-службе администрации президента. Деловая программа форума включает 4 основных направления. Экономика развития, обеспечивая рост, технологий, стремление к лидерству, среда для жизни и человек в новом мире. Спикер парламента Лаша Ашуба вручил генеральному прокурору республики Адгуру Агарба официальное удостоверение, подтверждающее его полномочия. Ашуба отметил важное значение работы органов прокуратуры в деле укрепления законности и правопорядка в республике, а также выразил уверенность в эффективном сотрудничестве парламента и Генеральной прокуратуры. Агарба поблагодарил депутатов парламента и лично спикера за доверие и заверил, что приложит все усилия для выполнения возложенных на прокуратуру задач. Спикер парламента Лаша Ашуба и глава администрации Сухума Тимур Агарба ознакомились с результатами проделанной работы и текущим ремонтом в Сухумской инфекционной больнице, осмотрели действующие отделения и оценили их готовность к предстоящему летнему сезону. Ремонтные работы в больнице и обновление ее оборудования, начатые еще во время пандемии COVID-19 по инициативе администрации столицы, продолжаются при ее поддержке. Кроме того, реализовывается парламентская инициатива по направлению части средств республиканского бюджета на ремонт инфекционной больницы. Так, в этом году на выделенные средства начат ремонт второго этажа и части хозяйственных помещений. Распространяемая в социальных сетях информация об освобождении Валерия Авицба с должности главы администрации Гудаутского района не соответствует действительности. Как сообщает пресс-служба администрации президента, глава государства Бадра Гунба не подписывал указ об его отстранении. Министр сельского хозяйства Беслан Жопу ознакомился с ходом реализации проектов, финансируемых в рамках ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства в Гулрипшском районе. Министр посетил фермы по направлению растениеводства, которым государство в прошлом году выделило по 600 тысяч рублей. Репортаж Али Китрапш. Первый объект, который посетил министр сельского хозяйства – абхазская цитрусовая компания в селе Пшап. Строительство объекта началось в прошлом году. Здесь предполагается прием, переработка, сортировка и упаковка цитрусовых для дальнейшей реализации. Кроме того, здесь будут принимать и нестандартную продукцию для изготовления джемов, мармеладов. Завершить строительство объекта планируют в августе. Общий объем финансирования предприятия составляет 800 миллионов рублей по программе льготного кредитования. Это объект, который мы давно ждали, потому как вы знаете, что наши крестьяне вынуждены часть своей продукции просто выкидывать. Их надо собирать и потом из-за того, что они не соответствуют стандарту, выкидывать, потому что реализовывать тяжело. Банк финансирует 80%, российский банк финансирует, а остальное 20%, порядка 160 миллионов, это собственные средства предпринимателей, которые этим занимаются. В дальнейшем должна выплатить все эти проценты кредиты российскому банку. Проценты небольшие, но кредит, сам тело кредита. И поэтому это проект такой кредитованный, то есть частные предприятия. Далее инспекция осмотрела частное хозяйство Андроника Миносяна по выращиванию мяты в селе Пшап. На территории 10 гектаров произрастает более 300 тысяч черенков мяты израильского сорта. Растение было высажено еще в прошлом году. Минсельхоз выделил более 900 тысяч рублей на закупку ограды, столбов, удобрений и ящиков для сбора. По словам предпринимателя, сбор урожая запланирован на будущий год. У нас в Абхазии растут тоже дикие сорта, которые не так ценятся. А это очень ценный сорт.
как бы, если, если что, удастся вывести его на такой промышленный уровень, я думаю, будет и нам хорошо, и республике хорошо. Сбор урожая, его вообще весной можно и осенью. А Абхазия чем лучше, вообще очень интересно зимой. Поздней осенью, когда уже, в других регионах не растет холодно, а у нас она пока растет. Ухаживаем, что гербициды какие-то, которые его не трогают, это дело опрыскиваем. И удобрения. Желательно, конечно, орашивать, поливать его в такие жаркие месяцы. Здесь же, в селе Пшап, на территории в 1 гектар, САК Папазян выращивает клубнику 2 сортов – клери и премиум. Всего высажено 60 тысяч корней ягоды. По словам предпринимателя, урожай в этом году хороший. Минсельхоз 2 раза оказывала помощь предпринимателю. 6-й год занимаемся клубникой. Собрано около 5 тонн клубники в этом году. Ожидаемость еще около 3 до 4 тонн. Министерство сельского хозяйства уделило помощь нам уже 2-й раз. Один в размере 1 000 000 рублей, 2-й раз 600 тысяч рублей на покупку корней. 1-й раз у нас на покупку корней было и на минеральное удобрение. А в селе Кацикыт семья Тарасян уже 3 года занимается выращиванием ежевики, малины и клубники. В настоящее время собрано свыше 3 тонн клубники. Всего произрастает 18 тысяч корней 3 сортов. Малина 2 сортов – Маргарита и Маравелла. И ежевика сорта Black Jam. Ягода сладкая, но пока в процессе созревания. Семья продукцию реализует как на местном рынке, так и на экспорт. Минсельхоз нам выделил 1 миллион на посадку малины, ежевики, клубники. Малину вчера первый сбор был 10 килограмм, и ежевика 2-3 ягоды вчера просто было, и все. Если ты все знаешь, легко будет работать. Но здесь обычно у нас работают люди с Гали, приезжают сюда. Просто в последнее время их здесь нету, потому что работы мало. Они приезжают по 20 человек. Но сейчас вы, наверное, местных жителей привлекаете, Нет, да? с Северной Кореи приехали. По завершению инспекции министр сельского хозяйства Беслан Джопа подвел итоги. Те, кто занимаются этой культурой, ягодной культурой, тут у нас еще и добавилось к этому и голубика, многие люди занимаются, и мы финансируем, и сами люди, частные инвестиции. Но вот именно небольшие территории, такой как клубника, ежевика, малина, они очень такие рентабельные. То есть крестьяне, которые этим занимаются, они получают средства, которые уже как бы составляют семейный бюджет. И с большим удовольствием мы им помогаем тоже в пределах до 1 000 000 рублей приобрести саженцы, приобрести коля. Делаем, как вы видите, необходимая поливочная система, то есть капельного орошения. Везде в этих участках есть это капельное орошение, это необходимое. И поэтому у них все получается. Вот там, где мы были именно по этому направлению, я не видел проекта, где не получилось. На реализацию сельхозпроекта министерством выделяется 150 миллионов рублей в год. По словам Беслана Джопа, данная сумма может охватить около 300 проектов сельчан. Количество желающих участвовать в программе с каждым годом растет, однако уложиться в 150 миллионов невозможно. И потому министерство будет обращаться в правительство с просьбой увеличить финансирование. К сожалению, из-за отсутствия средств, из-за того, что нам бюджет не увеличили, на уровне 150 миллионов осталось, мы рассматриваем только прошлого и позапрошлого года проекты. Этого года проекты будут рассматриваться в бюджете 26 года. Да, 26 года, потому что бюджет 25 года нам выделил 150 миллионов. Этого тоже недостаточно, чтобы рассмотреть все те проекты, которые... Да, все равно это процентов 60-70 только мы успеваем рассмотреть из-за отсутствия средств. Но эти проекты тоже выделяются частично по направлениям, по селам. Первый год мы, наоборот, искали тех, кто будет участвовать. Но тогда, когда поняли люди, что это реальная помощь, и это не надо возвращать, а не видеть денег, а получать материалы, и можно начать свое дело на селе, у нас просто отбоя от людей нет. У нас каждый понедельник, вторник просто в приемных столько-то людей толпятся. И все люди, которые, посмотреть на их руки, это люди-труженики, которые не просто хотят что-то урвать или сделать, решить свои проблемы, а которые хотят начать работу, какое-то предприятие на селе. В целом, поездка Беслана Джопа в Глурыбский район продемонстрировала значительные успехи в реализации программы развития сельского хозяйства. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Вице-премьер Вараздат Минасян обсудил с коллективом госинспекции по карантину растений меры по защите сельского хозяйства от вредителей и болезней, соблюдение фитосанитарных стандартов. Особое внимание было уделено вопросам внедрения инновационных технологий, повышения эффективности фитосанитарного контроля, взаимодействия с российскими партнерами. Алхаз Барзани стал исполняющим обязанности председателя партии «Единая Абхазия». Решение было принято единогласно на политсовете партии в Сухуме. Кандидатуру Барзани должны утвердить на партийном съезде. Он пройдет в ближайшее время. Министр туризма Астамур-Логуа посетил объединение пансионатов «Курорт Пицунда», где осмотрел объекты размещения и оценил готовность инфраструктуры к приему туристов. В сопровождении руководства пансионата Астамур-Логуа осмотрел номера для отдыхающих, оценил комфорт и качество предоставляемых услуг. В поездке министра сопровождала наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварцхели. Это первая рабочая поездка Астамура-Логуа в Пицунду после назначения на должность министра туризма. В административном центре объединения пансионатов курорта Пицунда он был представлен коллективу. Хочется вам всем пожелать хорошего сезона, успехов вам в работе. А все, что необходимо для того, чтобы поддержать вас, ваш коллектив, мы со своей стороны настроены как раз таки именно так работать. Задач очень много, вопросов очень много. Курорт 1967 года на самом деле на сегодняшний день очень много чего нужно делать, исправлять, ремонтировать. Вопросов много, социальных, внутренних. Задачи, которые вы будете ставить, мы будем исполнять. На сегодняшний день подготовка практически завершена, мы уже ждем гостей. На сегодняшний день около 200 человек отдыхает. На встрече с коллективом были обсуждены основные задачи предстоящего туристического сезона. Обозначены ряд актуальных проблем, требующих внимания, в числе которых дефицит технических специалистов, изношенность инфраструктуры, регулярные перебои с водой и энергоснабжением, а также задолженности некоторых отелей по коммунальным услугам. Министр отметил, что по поручению премьер-министра ведется работа по формированию списка вакантных должностей с последующим привлечением квалифицированных специалистов. Коллектив, в свою очередь, выразил поддержку новому министру и заверил, что приложит максимальные усилия для успешной работы в предстоящем туристическом сезоне. Май месяц – это не показатель для курорта. У нас впереди большой сезон. Я думаю, что к нашим показателям, хотя бы к прошлогодним цифрам мы подойдем. Весь коллектив готов работать. В рамках визита Астамур-Логуа провел инспекцию на территории курорта. Что касается организации торговли, министр указал на необходимость соблюдения запрета на размещение ларьков и лотков в парковой зоне и своевременной оплаты аренды. Мы все вместе работаем на имидж нашей страны. Правильно же? Чтобы все больше гостей приезжало. Прошу вас, в одной команде будем работать, чтобы мы красиво выглядели. Вот вам администрация хорошие ряды сделала, навесы делает. Только вот на газоны, прошу вас, не выходите, и эти зонты надо будет убрать. Хорошо? А так, всего вам доброго, хорошей торговли, хорошего сезона. Всех благ вам. В ходе поездки министр ознакомился с ходом ремонтных работ в пансионате Апсна. Здесь в этом году будет завершена полная внутренняя реконструкция корпуса. А ремонт фасада корпуса планируется завершить до 15 июня. В 2022-2023 году мы полностью за 2 года сделали внутреннюю реконструкцию, полностью перепланировку номерного фонда, чтобы вы понимали, тут половина, ровно половина, это были номера без удобств, половина были с удобствами. Сделали проект, внутреннюю полную реконструкцию, внутренние номера и ремонт полностью, все заменено, включая мебель тоже. Это было сделано из средств, собственных средств, предоплат туроператоров. И остальные корпуса нуждаются в капитальном ремонте. Особо критической является ситуация с корпусами Амзера и Маяк, которые, составляя 50% номерного фонда, находятся в плачевном состоянии. Объединение пансионатов «Курорт Пицунда» имеет возможность одновременно разместить более 2500 человек, предлагая более 1300 номеров. Стоимость одного места около 2000 рублей. По текущему состоянию корпусов некоторые номера убыточны. Реконструкция сделает номера более прибыльными и привлекательными, отметил директор ОПК Пицунда Фрикан Гунба. Номера это совдеповские, без ремонта, с советских времен, просто освежали, там подкрашивали, но никакой реконструкции, перепланировки не было. В этом году мы 3 этажа
ремонтные работы, также перепланировка уже осуществлена, сделана, заканчивает. Проблема в остальном еще 10 этажей и плюс еще одного корпуса «Маяк». Это на сегодняшний день, который в очень плачевном состоянии. Из своих собственных средств делать ремонт на сегодняшний день очень сложно. Условия труда персонала также требуют особого внимания. Особенно это касается сотрудников столовых, работающих в сложных условиях. Хотя зарплата повышается ежегодно на 10%, этого недостаточно для привлечения новых работников, поскольку оплата труда здесь неконкурентоспособна по сравнению с частным сектором. Хочется выразить благодарность сотрудникам, которые днем и ночью работают над тем, чтобы улучшить условия пребывания здесь наших гостей. Делают много хороших проектов, вещей, но хочу сказать, что мы как министерство, конечно, обратили внимание на некоторые вещи, которые нам не очень нравятся, но они не нравятся так и руководству, значит, курорта. Надеюсь, что это все будет устранено. Вот мы сейчас видели много собак на пляжах и знаем, что это вызывает недовольство у туристов. И вот такие вопросы нужно решать. Да и много, конечно, инфраструктурных проблем. Вы видели, мы осмотрели хорошие корпуса, которые отремонтированы. Но есть, к сожалению, еще корпуса, которые надо приводить в порядок. Посмотрели столовую, великолепный коллектив, очень вкусно и по-домашнему готовят. Я заходил внутрь столовой. И хочу вам сказать, что этих людей надо поддержать. Наблюдаете, вот торговля как была организована, мы делали замечания, да, людям, которые сами занимаются этим. Опять же, мы хотим, чтобы люди зарабатывали деньги, чтобы люди могли кормить свои семьи. Все это хорошо и правильно. И, конечно, мы это поддерживаем. Но в то же время элементарные правила надо соблюдать. Платить за аренду. Значит, не выходить в парковую зону, не ставить там ларьки, лотки. Такие вещи недопустимы, потому как Пицунда – это визитная карточка Абхазии. К нам приезжают тысячи гостей, и первое, что они видят, когда пересекают КПП, вот эти так называемые рыночки, ларьки, они должны быть приведены в соответствие. Но дали поручение, надеюсь, что все это будет исполнено. Пицунские пансионаты – важная составляющая туристического бизнеса в государственной сфере. И для их развития, а также поддержания высокого уровня услуг необходимы инвестиции в восстановление корпусов, что в перспективе позволит сохранить долголетнюю популярность курорта среди гостей. Сария Кварацхеля, Раму Камки, Абхазское телевидение. Госинспекция по маломерным судам МЧС Абхазии проверяет готовность пляжей к открытию купального сезона. Водолазы осматривают морское дно, очищают его от опасного мусора, металлических конструкций. В Пицунде, Гагре и Цандрипше сезон официально открывается 5 июня, в Сухуми, Гудауте, Новом Афоне, Гулрипше и Ачимчире 10. Ежегодно ГИМС выдает главам администрации городов и районов, а также людям, арендующим пляжи, предписания, которым должны соответствовать места для купания. Штрафы за их невыполнение достигают 10 тысяч рублей. Денис Царгуш может стать главным тренером сборной России по вольной борьбе. Как сообщает «Спутник Абхазии», его кандидатуру Министерству спорта России единогласно рекомендует исполком Федерации спортивной борьбы. В мае главный тренер сборной Хаджимурат Гацалов был временно отстранен в связи с уведомлением от Международного тестирующего агентства о возможном нарушении антидопинговых правил. Денис Царгуш, уроженец Абхазии, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне 2012 года в весовой категории до 74 килограмм. Обладатель 3 золотых медалей с чемпионатов мира и Европы. Сейчас занимает должность старшего тренера сборной России. Абхазский боксер Давид Амичба вернулся на родину после победы в Таиланде, где он завоевал интерконтинентальный чемпионский пояс по тайскому боксу. Торжественную встречу чемпиону устроили на границе. Среди встречающих были его друзья, тренер и представители Федерации тайского бокса Абхазии. Все подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Торжественная встреча прошла в атмосфере искренних эмоций и радости. Поздравления, теплые слова, аплодисменты и объятия – лучшее доказательство того, что эта победа – гордость не только для самого Давида, но и для всей республики.
На счету Давида Амичба 4 профессиональных боя без поражений. Это его первый чемпионский пояс. Спортсмен отметил, что победа в столь значимом международном турнире – это результат долгих тренировок, поддержки семьи, тренера и всей республики. Он подчеркнул, что для него важно представлять Абхазию на мировом уровне и вносить вклад в развитие спорта на родине. Об этой поездке задумывались очень долго. С тренером разговаривали по поводу этой поездки, и выпал шанс поехать туда. Вначале меня отправляли на месяц проверить, что как, на разведку, так скажем. Тренировался в Паттайе, город Паттай. Потом полетел на Пхукет. Там мне предложили бой. Я позвонил тренеру, поговорил с ним. Он мне сказал: принимай бой, нам нужны бои. Спортсмен с живым интересом делился подробностями боев. Он описывал напряженные моменты, когда каждый удар, каждая секунда имели значение. По словам Давида, соперники на турнире были разными. С каждым из них приходилось выстраивать отдельную тактику. Первый бой был против соперника из Англии. Здесь Давид одержал победу в 3-м раунде. Это была досрочная победа ударом локтем. Сечку сделал ему на лбу. Второй бой мне предложили через 5 дней. За титул сразиться, за вот этот пояс шикарный, так скажем. И позвонил тренеру, он мне сказал: газуй, Давид, это твой шанс. Я долго не думая сказал тренеру: я хочу боксировать, тот, кто меня там тренировал. И он сказал: проблем нет. И у меня был второй бой, у меня был соперник из Таиланда. Был очень хороший оппонент. В первом раунде мы его переиграли, во втором, к сожалению, мы уступили, и в 3-м раунде мы дожали и забрали свое. Самым тяжелым для Давида стал второй поединок. Соперник оказался опытным. В его копилке десятки проведенных боев. Здесь спортсмен использовал свой коронный прием. Такой ход позволил обойти защиту соперника и нанести чувствительный удар. Перед боем мне подходит ко мне тайский мой тренер и говорит, типа: руки держи высоко, твой соперник любит бить локтями, что в тайском боксе это очень важно. То, что один локоть можно пропустить и закончится бой. Ну, можно рассечь. И я сказал: проблем нет, тренер, все будет нормально. Вышел, сделал свою работу. Это, то есть, твой прием был? Да, так, да. Я когда боксировал с ним, потом мой тренер говорит: я вообще думал, что он тебя локтями будет бить, но она все по-другому оказалось. Представители Федерации тайского бокса отметили, что успех Давида стал настоящей гордостью для Абхазии и доказательством высокого спортивного потенциала молодежи республики. Этот яркий пример вдохновит множество юных спортсменов идти к своей мечте и достигать новые вершины. Одна из лучших организаций One Champions, куда мы стремимся попасть, одна из самых лучших после UFC идет One Champions, и мы хотим попасть, чтобы попал туда Давид. И поэтому, чтобы попасть в бои, нам, естественно, нужно еще поднять рекорд, еще провести профессиональные бои. Плюс мы сейчас, после этого боя, мы должны его защитить. Он вакантный, он выиграл вакантный пояс, мы проведем защиту этого пояса. И плюс, дай бог, чтобы у нас, если получится, по профессионалам, получится выступить в серии WBC, WBL. И ждем предложения от One Champions. Ну, конечно, мы уже свою заявку, как говорится, отправили, что мы уже есть и так далее, за нами следят. Друзья, которые внимательно следили за боями Давида на турнире, специально приехали встретить его на границе. Они ждали его возвращения с нетерпением, чтобы лично поздравить с победой. Я хочу его поздравить в дальнейшем, чтобы он дальше выигрывал. Мы радовались, приезжали к нему, его радовали, он чтобы нас радовал дальнейшими своими победами. Желаю ему всего самого наилучшего, чтобы все его дальнейшие бои происходили без травм. Говоря о планах, Давид отметил, что собирается продолжать усердно тренироваться и совершенствовать свою технику. Он планирует принять участие в международных турнирах и повысить свой профессиональный рейтинг. Очень много набрался опыта вот за эти 2 месяца, что я находился в Таиланде. Очень много чего наработал, очень много чего научился. Буду показывать своим младшим братьям, младшему поколению. В завершении встречи Давид Амичба выразил глубокую благодарность всем, кто поддерживал его во время подготовки соревнований. Пообещал не останавливаться на достигнутом и продолжать прославлять родную республику новыми спортивными успехами.
Шазина Ханагу, Сида Сагари, Адам Ирдженя, Абхазское телевидение. На пересечении улиц Званба и Лакоба начаты работы по замене канализационных и водопроводных труб. С просьбой решить проблему утечки канализации в администрацию столицы обратились местные жители. Мэр Сухума рассмотрел письмо горожан и дал соответствующие поручения. При благоприятных погодных условиях работы планируют завершить в течение недели. Глава дал поручение на составление проектной сметной документации, которая составляет 3,5 миллиона рублей. На сегодняшний день вот только приступили, мы надеемся, что в течение недели люди получат и воду, и подключение к канализации. Старая канализация уже устарела, забивалась часто, и канализация не проходила. Поэтому мы решили заменить и уложить новую канализацию, и также раз уже мы канализацию меняем, сам водопровод тоже часто происходят прорывы, мы решили ее тоже заменить. У нас протяженность канализации 200 метров, а водопровода 180 метров. В летнее время увеличено количество рейсов общественного транспорта Сухума, сообщили в Департаменте экономики и транспорта столичной администрации. По двум основным маршрутам – рынок Маяк-Каштаг и рынок Новый район – добавили по 2 и 3 дежурных автобуса соответственно. Таким образом, последний рейс с рынка по направлению рынок Маяк-Каштаг отъезжает в 19:10. Еще один дополнительный рейс отправляется в 18:10. Последний автобус на Новый район будет отъезжать в 19:20. Добавлены также рейсы в 18:20, 18:40 и 19 часов. После мониторинга новой статистики пассажиропотока предусмотрено еще одно увеличение количества рейсов по всем маршрутам. 5 июня с часу ночи до 14 часов будет прекращена подача воды в некоторых районах Сухума, сообщает водоканал. В связи с проведением ремонтных работ воды не будет по улицам Семерджиева, Станционной, Деповской, в районах вокзала, Универсама, улицы Гумистинской и нижней части улицы Надзадзе. В завершении выпуска расскажем о погоде. В четверг, 5 июня, в Абхазии утром местами возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 13-18, днем 19-24. Температура морской воды плюс 19 градусов. На этом информационный выпуск Амшакшара подошел к концу. До новых встреч. До свидания.